Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Асель Кубатовна. Приветствую вас на уроке математики. Ребята, давайте улыбнемся друг другу и с веселым настроением начнем наш урок. Я надеюсь, что ваше доброе настроение сохранится до конца урока. Начнем урок математики. На уроке нужны чуткие ушки, внимательные глазки, а самое главное – сообразительные головки. Давайте прочитаем. Под каким девизом мы будем сегодня работать? Буду думать, буду стараться, буду внимательным. Телеурок. Напишите сегодняшнее число и классная работа в тетрадях. Ну-ка в сторону карандаши, ни костяшек, ни ручек, ни мела, устный счет. Мы творим это дело только силой ума и души. Устный счет от мудрой совы. Найдите значение выражений. Прочитайте выражения разными способами. 70 плюс 9 равно 79. Или к числу 70 прибавить число 9, получится число 79. Еще один способ прочтения. Первое слагаемое 70, второе слагаемое 9. Сумма 79. 80 минус 25 равно 55. Или из числа 80 вычесть число 25, получится число 55. Еще один способ прочтения. Уменьшаемое 80, вычитаемое 25. Разность 55. Какие свойства мы использовали при решении данных примеров? Переместительное свойство умножения и связь умножения с делением. Вычислите самостоятельно. Замените сумму произведением. Замените произведение суммой. Какое число повторяется слагаемым в произведении? Сколько раз повторяется слагаемое в произведении? Замените произведение суммой и найдите значение. Замените сумму произведением. Что больше? 15 плюс 15 или 15 умножить на 2? Они равны. Давайте разгоним тучи. 10 умножить на 4 равно 40. 40 минус 35 равно 5. 5 умножить на 2 равно 10. 10 плюс 20 равно 30. 30 минус 1 равно 29. 29 умножить на 0 равно 0. И 0 плюс 10 равно 10. 10 умножить на 1 равно 10. Молодцы, ребята, мы разогнали тучи. Поработаем над задачами. В одной коробке 6 карандашей. Купили 2 коробки карандашей. Сколько всего карандашей купили? 12. Бабушка связала внукам 3 пары варежек. Сколько варежек связала бабушка? 6. Гульнара купила тетради. Ей дали сдачу 2 монеты по 5 сомов. Сколько денег получила Гульнара? 10 сомов. Перед вами геометрический материал. Посчитайте количество треугольников в данной фигуре. Правильно, их 8. Давайте вспомним, что мы изучали на прошлом уроке. Таблицу умножения 2 и на 2. А для чего мы изучаем таблицу умножения?
где в жизни она нам поможет. Что такое умножение? Это умное сложение. Ведь умней умножить раз, чем слагать все целый час. Поиграем в игру «Кто быстрее?». Как можно быстрее решить примеры на табличный случай умножения 2? Сравните с образцом и сделайте проверку. Оцените свою работу. От 0 до 1 ошибок ставьте себе плюсик. 2-3 ошибки – восклицательный знак. 4 и более ошибок – минус. Можно ли другим способом умножить число 2, если вдруг забудете таблицу умножения? Как? Определите тему нашего урока. Приемы умножения числа 2 и на 2. Сегодня на уроке мы будем закреплять знание табличных случаев умножения числа 2 и умножения на 2. Будем формировать умение находить частное, опираясь на произведение. Продолжим работу над задачами, которые решаются действием деления. С какой целью мы будем отрабатывать приемы умножения? Чтобы быстро вычислить, если забудем таблицу умножения. Прочитайте текст. Каждое равенство из таблиц умножения нужно знать наизусть, называя ответ сразу. Если же ответ не помните, необходимо вычислить, используя различные приемы. Какой пример нам предлагают для вычисления? 2 умножить на 4. Рассмотрите разные способы вычисления. 2 умножить на 4. Какой первый способ предлагается вам? Замена умножения сложением. А на каком свойстве основан второй? На переместительном свойстве умножения. Что предлагается сделать при вычислении третьим способом? Вспомнить пример, который знаешь, и использовать его ответ. Если это предыдущий пример, надо прибавить 2, а если следующий, вычесть 2. Какой способ вам больше всего понравился? Ребята, а что означает разными приемами? Это означает, используя не один, а несколько приемов. Запишите примеры в тетради. Давайте немного отдохнем и сделаем физминутку. Как живешь? Вот так. Показать большой палец правой руки. Как идешь? Вот так. Ходьба на месте. Как бежишь? Вот так. Бег на месте. Ночью спишь? Вот так. Сложить руки под головой. А теперь поработаем самостоятельно. Готовы ли вы самостоятельно применить эти знания? Решите примеры, используя произведение. Проверьте себя. Оцените свою работу. Сделаем электронную зарядку для глаз. Следите глазами за возникающими рисунками. Телеурок. Решим задачи. Прочитаем задачу. 3 детям раздали поровну 6 мячей. Сколько мячей получил каждый ребенок? О чем говорится в задаче? О мячах. Что говорится о мячах? Их раздали 3 детям. Как раздали? Поровну. Сделаем схематический рисунок.
Сколько же мячей получил каждый ребенок? 2. Сколько раз брали по 3 и по 6? 2. Значит, каждый ребенок получил столько мячей, сколько раз по 3 содержится в 6. Каким действием будем решать задачу? Деление. 6 разделить на 3 равно 2. 2 мяча получил каждый ребенок. Прочитаем следующую задачу. Детям раздали 6 яблок. По 3 яблока каждому. Сколько детей получили яблоки? Задача говорится о яблоках. Что говорится о яблоках? Их раздали детям по 3 каждому. Делаем рисунок к задаче. Сколько яблок изобразим? 6 кружочками. Поскольку отделяем? По 3. Каким действием будем решать задачу? Тоже деление. 6 разделить на 3 равно 2. 2 ребенка получили яблоки. Сравните эти задачи. Похожи ли они и чем? Числа в задачах одинаковые и решаются делением. А чем они отличаются? В первой речь идет о мячах и делили на равные части. Во второй речь идет о яблоках и делили по содержанию. Давайте вспомним, какова тема сегодняшнего урока. Повторение приемов умножения числа 2. Как можно найти результат умножения, если забыл ответ? Можно ли применить данные приемы вычисления при изучении других таблиц умножения? Все ли вам было понятно? Какое задание было для вас интересным? Какое задание вам было трудно выполнять? А вот у нас и появилось солнышко, но посмотрите, у него не хватает лучиков. А зажечь лучики должны вы. Лучики желтого, голубого и красного цветов. Выберите каждый себе один лучик, но он должен соответствовать вашему пониманию темы урока. Если вы все поняли и вам легко было сегодня на уроке, то желтый. Если вы еще в чем-то сомневаетесь, голубой лучик. Если абсолютно ничего не понятно было, очень тяжело, то красный лучик. Вот и засияло наше солнышко. Домашнее задание. Начертите ломаную, длину которой можно найти так. Урок сегодня был удачный. Не прошел для вас он зря. Вы все очень постарались. Вам понравилось, друзья? Спасибо за урок. Все работали отлично. До новых встреч!